Вместо черно-белого жезла – защитные маски. Вместо сотрудников ГАИ – волонтеры. Неважно, за рулем или на пассажирском кресле. Без средств индивидуальной защиты никого не оставят. Магомед Гантимиров за баранкой автомобиля уже 26 лет. Сначала был водителем автобуса, позже пересел на легковушку, стал таксовать. Профессия с риском для здоровья. Каждый день приходится контактировать с людьми, поэтому меры предосторожности пытается соблюдать. И вот я стараюсь беречь, вот у меня и спирт есть, его брызгаю, руки дезинфицирую. Ну, что я еще могу сказать? Лорвал, тем более, лорвал. Мы до последнего ходим, когда уже сляжем, после этого уже сколько времени. Дагер комби, дагер кегина даже бож лаптин. 73-го года парень умер недавно. Волонтеры патрулируют самые оживленные улицы города. Вначале небольшой инструктаж. Объясняют правила самоизоляции. И только после этого горожане получают заветные маски. Распространяться. Даже Латвия, да Харвард, Ваша, Лорцелой, Венсаку Давадахтия. Около Вихар, Тусишок, Шашкарбел, маски Вацерцерол, Венсаку Дизел, Арца, Баулик без маски. Я был буква, Лилгардин. Дальше Зина, Зума, Лордолга, маска, такой есть маска, или есть. Он мяш, Лилдол тебе. Это ваху. Антисептик, маска и перчатки – аксессуары, без которых выходить на улицу сейчас небезопасно. Без крайней надобности туда лучше не соваться. Однако походы за продуктами и лекарствами никто не отменял. Маска Поддержать жителей в этот непростой период. Акция, организованная Комитетом по делам молодежи по инициативе главы республики, будет проходить 5 дней подряд, за которые предстоит раздать порядка 10 тысяч масок, из которых 1000 выделили именно для карабулакчан. Мы определили в городе 2 точки. Это точка, где идут пешие люди, и перекресток Джабагиева, Промысловой улицы, где у нас наиболее оживленное транспортное передвижение. По результатам этой акции всем тем гражданам, которые у нас находились на территории города без масок, раздали. В принципе, население довольно. Сегодня у нас второй день акции по раздаче масок. Комитет по делам молодежи совместно с муниципалитетами раздают эти маски на улицах. И затем уже с самими администрациями будет организована адресная раздача масок. С людьми, когда подходим к ним, отдаем эти маски, мы видим, что на самом деле есть позитивная обратная связь от них. То есть редко, когда там кто-то может либо не взять маску, либо там сказать что-то против. Чаще всего люди благодарят, люди действительно понимают, что их нужно носить. И по большей части у нас, алхамдулилlah, у нас люди и так в масках. То есть я уже вижу это вот на личном своем опыте, что мы подходим, что у людей чаще всего уже они в масках. Из Карабулака прямиком в соседнюю Сунжу. Здесь маски уже раздают активисты из молодой гвардии и местной администрации. Это очень, на самом деле, классно, потому что и в аптеках, ни в магазинах нигде нету нормальных масок. Поэтому вам большое спасибо, то, что занимаетесь вот всем этим. Мы, в свою очередь, будем своим клиентам раздавать маски, также просить более-менее оставаться дома, ну, насколько это возможно, то есть, чтобы беречь свое здоровье. Маска, социальная дистанция и режим самоизоляции – меры, которые помогут избежать массового распространения коронавируса. Почта, банки, магазины. Здесь в первую очередь попытались охватить социально значимые объекты, где поток людей на порядок выше. Масочный режим в республике введен с 1 мая, а это значит, что ее стоит одевать не только для похода на почту, в аптеку или магазин, но и в общественном транспорте. В Сунже маски получили более 300 граждан. На руки одному человеку выдавали 3 штуки, чтобы можно было менять в течение дня. Однако раздавали сегодня не только маски. Вместе со средствами защиты горожане получили еще и георгиевские ленточки. Люди понимают всю ответственность, всю серьезность ситуации. И большинство, конечно же, надо отметить сегодня присутствуя с масками.
Также, конечно, есть люди, которые не надеются и на авось, может быть, что они не заболеют, что их эта болезнь не коснется. Но, конечно же, ту заботу, которую сегодня проявляет региональная власть о наших гражданах, это нужно понимать. И также двустороннее движение от жителей республики тоже должно быть. Они также непосредственно ответственны за свое здоровье и должны исполнять меры предосторожности. Второй день акции подошел к концу. Сунженцы и карабулакчане свою порцию масок получили. Уже завтра волонтеры проведут ее в Малгобеке и Малгобекском районе. Тамара Хшагульгова, Тамерлан Ужахов, Новости 24.